Проблема с загрязнением Сунжи и гибелью рыбы обсуждали на прошлой неделе в правительстве региона. Уже принимаются меры. Вопрос находится на личном контроле главы субъекта. И сегодня у нас в студии координатор по организационным вопросам регионального исполкома ОНФ Бек Мальсагов. Бек Макшарипович, здравствуйте. Здравствуйте. Понятно, что эта проблема получила резонанс благодаря вашим активистам. Увидели, обнародовали, она не единственная. Какого рода обращения к вам поступают? Вы их как-то систематизируете? Ну, в основном проблемы насущные, то, что, с чем люди сталкиваются в первую очередь. Это может быть разбитая проезжая часть. Вот, например, буквально месяц назад к нам поступила жалоба по улице Шаймиева в городе Назрань. Разбитая проезжая часть. Мы, соответственно, выехали, наши эксперты проверили, и по факту мы обратились в городскую администрацию и на данный момент уже провели ямочный ремонт. И, как до нашей беседы показывали загрязнение реки, да, прорыв канализационных стоков, затопление подвалов, отсутствие пешеходной дорожки, опасности, как ливневки открытые, как канализационные люки на дороге в школу, допустим, дети часто сталкиваются с такими проблемами. Переход через дорогу. Вот все любые проблемы наши, с чем мы живем. Вот, допустим, улица Набережная в городе Магаз, отсутствие люков, нам часто жалуются. Не один раз мы обращались в администрацию города. Надеюсь, все-таки эта проблема решится. Находится садик, школа, по этой улице проезжают машины часто. Чтобы избегать последствий, мы стараемся заранее предупреждать, мониторим социальные сети. А вот вы отслеживаете, сколько примерно времени требуется на решение какой-то проблемы? Вот обращение было, вы обнародовали эту тему. Как быстро решается вопрос? Часто местные власти идут навстречу, никто не отрицает наличие проблемы, потому что мы обращаемся в администрацию, имея жалобу граждан. Тут все понятно, проверять это не нужно. Если мы обращаемся, значит проблема есть. Самое быстрое решение проблемы, допустим, через день, может быть, через 2 дня. Неработающий светофор, допустим, это тоже могут соответствующие службы принять меры, чтобы светофор работал правильно и адекватно показывал время перехода дороги. Допустим, из последних наших случаев отсутствие люка. Вместо люка мы обнаружили, наши эксперты на месте обнаружили палка, просто как знак того, что существует препятствие на дороге. Мы засняли, обратились, и буквально на следующий день уже другая картина совсем. А вот если к вам любой житель, допустим, какая-то проблема сталкивается, хочет к вам обратиться, как ему это лучше сделать? И вот такой вопрос, он имеет право к вам напрямую обратиться, либо все-таки вы, скажем так, грубо требуете, чтобы сначала в администрацию местную, потом какие-то инстанции прошел, если уже никаких действий не было, то тогда к вам? Порядок очень простой. У нас в социальных сетях есть страницы, ВКонтакте есть канал, ВКонтакте страница Народного фронта, в Телеграм канал есть. Если сложно найти сразу, то достаточно просто в поисковой службе внести буквально 2 слова «Народный фронт». Сразу можно по этим ссылкам зайти к нам в письменном виде. Если это удобно просто написать нам. То есть напрямую к вам можно сразу обращаться? Можно позвонить по номеру 22 27 99. Можно просто посетить наш офис на улице Чеченская в городе Назрань, 8А, наш офис на 2-м этаже. Это сделать достаточно просто. Никаких правил, процедур нет. Можно напрямую сразу обратиться. Также мы сами мониторим, если мы видим в сетях, люди обращаются с жалобой, тоже реагируем. Какую-то статистику проводили по количеству, примерно в месяц или в квартал, сколько удается? Такой статистики нет, допустим, что мы считаем, сколько добрых дел сделали. Мы ежедневно получаем порядка, за неделю это может быть десятки обращений, за месяц, за 2, за полгода это сотни обращений. На прямой линии президента Российской Федерации обращаются, это уже 1000 обращений. Мы их группируем, сортируем.
и по тематике раскидываем между экспертами, между нашими активистами, кто в каком направлении может вот эту проблему решить. Стараемся, самые простые, это отдельно, это в первую очередь то, что решается. На среднесрочную перспективу это уже совсем другой подход. Стараемся организовывать тематические площадки, приглашаем органы власти и соответствующие организации, кто может принять участие. Посодействовать. Да, посодействовать. И получается, что на самом деле многие проблемы решаются, избегая бюрократических моментов. Не нужно там специально какие-то программы писать, там, письма. Достаточно, иногда даже по нашему звонку мы можем переговорить и решить проблему. Благодарят хоть? Бывает такое, что житель просто позвонил, поблагодарил? Для нас самая большая благодарность — это то, что наши граждане, они довольны тем, что мы их проблему решили. А так специально вот мы благодарности не ждем. Сколько у вас в арсенале, так скажем, активистов сейчас, на сегодняшний день? Активистов достаточное количество. Мы их не считали. На самом деле активист он такой человек, который принимает участие в каждых таких событиях, в каждом мероприятии или периодически, по мере возможности. Чтобы стать активистом или экспертом, надо быть просто специалистом в своей сфере и быть готовым решать чужие проблемы, ну, так, по зову души, можно сказать. Просто, а вступить в ряды все-таки официально, насколько это сложная процедура? Вступить вообще абсолютно ничего сложного нет. У нас такой процедуры нет, прямо чтобы вот выдать удостоверение, что он активист. Достаточно просто с нами общаться, дружить. Можно подписаться в социальных сетях на нашу страницу. Если есть какие-то мысли, если есть какие-то предложения, если есть чем поделиться, вот все это можно сделать. Вот, и можно считать, что уже сложились такие отношения, как вот, дружеские. Я прошу вас еще раз напомнить номер, по которому можно к вам позвонить. 22 27 99. Все, спасибо вам большое за беседу. Вы делаете доброе дело, вам удачи. До свидания. А я напомню, у нас в студии был координатор по организационным вопросам ОНФ Ингушетии Бек Мальсагов.